Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Ну и как вы заметили, у нас сегодня очень необычный выпуск, потому что сегодня моя студия – это улица. Я покажу, как проводят выходные время на улице наша якутская молодежь в минус 45 градусов и о том, как наши художники рисуют в такие экстремальные морозы. Мы приехали к подножью сопки Чочур-Муран. Здесь мы встретились с ребятами-сноубордистами. Немного справочной информации. Располагается сопка Чочур-Муран на левом берегу реки Лена, в 5 километрах к западу от центральной части города Якутска. Дословно с якутского названия переводится как «остроконечная сопка». В старину она почиталась народом Саха как священная гора, потому что здесь, по преданиям, Элей Ботур впервые организовал исэх. И именно с этого места распространился по центральной Якутии народ Саха как этнос. Для того, чтобы подняться на сопку, сооружена лестница. Она проходит по более-менее крутому склону. При подъеме нам встречались гуляющие из самого разного возраста. Поздравляю вас с Днем Снега! Купаясь в снегу, вовсю фотографируйтесь. Вы весь в инии. Со скольки вы гуляете? С 10 утра. И часто вы так гуляете? Частенько, в неделю 2-3 раза. Наверное, полезно для здоровья. Очень хорошо. То, что я так хожу, приносит мне много пользы. Время от времени при подъеме встречаются небольшие площадки, где можно перевести дух, отдышаться и полюбоваться пейзажем. Сопка будто поступенчато разделена на 3 обзорные поляны. На каждом этапе организованы скамейки, мангалы. Подъем дальше проходит уже без ступеней. Он очень плавный, проходит через тропинки и сосновые поляны. Для спуска на сноуборде ребята выбрали второй по высоте этап. Весь путь сопровождается невероятными пейзажами. А это вид самой верхней смотровой зоны. Немного передохнув, попив чай и полюбовавшись красивыми видами, ребята решили спускаться. Находимся на сопке Чочур-Муран. Специально для нашего выпуска сегодня напросились пойти со сноубордистами, немножко пообщаться и снять, каково это кататься на сноуборде у нас в Якутии в самый пик холода. Давайте пообщаемся. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста. Меня Павел зовут. Находимся на долине Туймады. Сегодня потеплело. На улице минус сколько? 45 градусов. Ну, попробуем скатиться на сноуборде. На самом-то деле снег у нас холодный. Чем ниже температура, тем структура снега не скользкая получается. А так просто вот насладиться свежим воздухом. Приехали сюда. А так, опыт вообще катания в такой мороз у вас был, или вы первый раз так пробуете именно вот в 45? Раньше в минус 40 катались. В принципе, ничего. Но в 45, чувствую даже, вот вообще не скользит доска. Попробуем хоть как-то. Портится, да, скорее всего? Вот вы говорили то, что как наждачная бумага, да? Да, снег становится жесткий. Вот. И получается вот по где-то в минус 20, минус 30 оптимально кататься на сноуборде. Особенно Чем теплее, тем мягче, да? По свежему снегу, да. А сейчас мы просто вот пришли получать удовольствие от свежего воздуха, от нахождения, от единения с природой. Вот.
Спасибо. Ну да, действительно, то есть и сейчас мы как раз-таки узнаем, каково это кататься именно в минус 45, потому что как мы узнали, что максимальная низкая температура катания была минус 40. Давайте посмотрим. Ну вот мы как раз-таки можем отметить, что действительно снег не скользит. Вот видно даже, как ребята скатываются с трудом, прям всей своей массой тела помогают себе же скатываться. Но, как они сказали, тут самое главное просто природа, красота. Это того стоило того, чтобы подняться, посмотреть, пообщаться. И, конечно, минус 45 для Якутии это самая обычная температура. Буквально вчера, буквально на той неделе температура в Якутске достигала минус 55 градусов, даже было 57, 59, ну почти 60 градусов. И несмотря на такую погоду, конечно, люди отдыхают, и в минус 50. Мы показывали вам в выпуске, как играют в футбол, как даже купаются наши якутские моржи в минус 55 градусов. И вот мы сейчас сюда поднимались и тоже встретили людей, пожилых людей с детьми, которые также проводят активное время в свои выходные. Как предполагали ребята, скатываться было непросто. Снег рыхлый и жесткий. Но скатиться со сноуборда было второстепенной задачей и экспериментом. Главная цель прогулки – физическая активность, потрясающие пейзажи и лучи солнца. Это третья смотровая площадка, самая высокая. Для того, чтобы сюда добраться, нужно преодолеть помимо лестницы еще две небольшие сопки. Прекрасная погода, прекрасный вид. Это стоит того, чтобы сюда прийти с детьми, с родителями. Это совсем не сложно. Очень комфортно забираться. Оказывается, сегодня Международный день снега, и мне захотелось сделать вот такую забаву. Мы спустились с самой верхней площадки и по пути уже встретили тоже людей. Оказывается, очень много активно сюда люди приходят. И вот мы встретили даже девушек, молодежь. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите о своем времяпрепровождении, как вы частенько ли так выходите, как вам вообще климат? Сегодня минус 45 градусов, в такой мороз вы вышли, да, прям погулять. Расскажите. Сегодня потеплело, поэтому собрались выйти на улицу. За солнцем. Да, за солнцем. Погода очень хорошая для сегодняшней прогулки. А так обычно сейчас часто так ходите на улице вообще зимой гуляете? Да. Ну, ежегодно мы каждый январь, декабрь ходим. Ну, не сюда, конечно, но и в другие места ездили. И вот сегодня сюда собрались за солнцем. И как вам вообще впечатлены ли картины? Но очень даже хорошо зарядились энергией на следующую неделю туманную. А как преодолевали вот по лестницам? Вам как комфортно было или все-таки тяжело, думаете? Ну, с передышками вполне нормально. Как бы можно это преодолеть, этот подъем. И как бы ради такого это того стоит. Отлично. Ну, хорошего вам выходного, заряжайтесь и продуктивной следующей недели. Ну что ж, на этом наш необычный уличный выпуск подошел к концу. Смотрите News on Air по будням в 11 и 17 часов. До новых встреч в эфире. Лайфхак, как быстро спуститься с горы.